хватит, это после Егора будет пипка хоста. Доброе утро всем. Мы вот проверяем ссылку. Так, вы сейчас что видите вообще? Вы ничего не видите, потому что у меня закрыта камера. Окей. Нет, мы видим. Да, вы сейчас видите меня. Единственное, мне тогда надо убрать, получается, бэкграунд, да? Сейчас. Виктория, что-то эхо какое-то большое идет. Ой, такое сильное эхо. Простите, Мирлан, я у вас не... Очень большое эхо идет. Это с чем может быть связано? Вы попробуйте сейчас свой микрофон выключить. Я скажу, может быть, у вас какой-то сейчас, да? Ага. Сейчас меня как слышно? Хорошо слышно? Да, лучше намного слышно. Тогда, Мирлан, мы как делаем? Мы, получается, вот так оставляем, и я просто на экране шерю презентацию, да? Очень плохо слышно. Очень плохо слышно? Ну, из-за эха, очень так, знаете, неприятно, да. А вот звук через проектор же идет, да? Вот Егору хорошо слышно. Так, значит, проблема именно здесь у нас какая-то. То, что эхо очень сильное. Получается, когда я говорю, у вас очень сильное эхо меня, да? Да. Странно, у нас всегда здесь уроки проходят вот так. Нигора, у вас тоже такое же эхо, когда я говорю? Да, да, да. А сейчас вот Егору я говорю, что-то опять эхо, да? Мне кажется, это из-за проектора, то есть звук через проектор там подключен. Сейчас я у Даны спрошу. Вы тоже там сидите? Я нет, я в другом месте. Виктория, может быть, вы компьютер без этого, без спикеров, просто вот напрямую с компьютера попробуйте? Так, возможно, это у меня с компьютером проблема. Мы сейчас попробуем другой компьютер. А если я, вот смотрите, отсоединяю, вот сейчас у вас есть эхо? Что вы отсоединились? Нурлан, сейчас есть эхо от меня? Все равно какой-то звук, знаете, Нурлан, странный очень. я вас не слышу. Это было подрублено, этот звук, скорее всего, не успел. Сори, Виктория, сори. Можете сейчас не подключать? Виктория. Так, а как мне теперь? Виктория, вы меня слышите? Мирлан, вы меня слышите сейчас? Я вас слышу, Я почему-то вас вообще не слышу. Мирлан, сейчас есть эхо, когда я говорю? Нет, а вы меня слышите? Да, сейчас я слышу. Это именно проблема моего компьютера и подключения к проектору. Я сейчас попробую... Вика, подождите, извините. Это скорее всего, от меня пошло. Вы сейчас можете свой компьютер сейчас подключить? Так же, как до этого. К проектору?
Да, можете Ну, давайте подключить я сейчас? попробую, но у меня тоже с компом такое часто бывает, что эхо. Так, вот я подключилась. Эхо. Ничего такого нету. Это у меня пошло. И я здесь параллельно подключил через веб-браузер, получается. Вот он поэтому это от меня эхо и шло. Окей, я тогда вот здесь по максимуму делаю. Можете сделать громче? Там есть громче? Потому что не слышно. Хорошо, сейчас я попробую расширить презентацию. Да, видим. Потек экран? Смотри, он вот такой. Смотри, это, наверное, что-то тут. Там что-то. Мне водички. Виктория, вы display settings поменяйте, чтобы он был одинаковый и там, потому что мы сейчас видим, как сказать, Не поняла. не полностью видим. У вас сейчас режим поменяйте презентации, чтобы показывал, да, одинаковый, да, вот duplicate слайд-шоу сделайте, чтобы и там одинаково было. Вот видите, вот сейчас display settings, вот выберите Просто start sharing, да, сделать как бы? Не, вот смотрите, вы когда презентацию запускаете, F5, да, Угу. допустим, нажали, вот сейчас нажмите, Ага. мы видим как бы с этим next slide и так далее, то есть не Да-да-да. полностью. Вот display settings нажмите сейчас, вот здесь, прямо здесь, display settings вот у вас есть. Да-да. Куда нажать? Вот display settings нажмите прямо здесь, вот сверху, да, вот повыше вот там вот есть вот display settings. Все, вижу. Ага, да. Нажали, и там вот duplicate слайд-шоу сделайте. Мгм. Сейчас вы видите? Да, теперь и там должно быть одинаково, да. Да, сейчас нормально. Мгм. Все, окей. Так, теперь у нас что-то с проектором. Мгм. Вот, нет, это дело вот в этом шнуре. Когда я его прижимаю, он хорошо показывает. Только я... Все. Все, видите. Спасибо большое, Дима. Спасибо огромное, Мирлан, Егора. Хочешь окно открыть? Ну, пусть пока проветрится. Almost. Вот мы как начали переключать, оно началось с того так. Нет, это именно вот в этом шнуре, да? Да. Короче, как всегда, все, что могло не пойти не так, и не так. Может быть, поменять штамп? Да, что не поменять. Тогда просто кто-то должен что-нибудь. Ага. Так, мне нужно вот это сложное название помогать. Да. И когда ты твой код врубили, у тебя сразу все показывается, да? Я тебе тогда отправлю презентацию видео.
Тебе на WhatsApp скину. И Миша, скорее всего, без презентации будет. Он вообще. Да, только с Умерланом были там чуть проблемы. И давайте еще 5 минут посидим. I'm alone. Часть будет Да, мы уже вот подключили. Да. а часть Да, максимум здесь будет 28-30 человек. Мы вчера ограничили по 2 человека с команды максимум. Они вот подтвердили. А остальные через Zoom у нас есть в Телеграме отдельная группа, где все они просто подключатся к митингу. 36 команд. Около 140 человек. А вы можете зайти, чтобы Мирлан вас сделал постом, чтобы вы могли транслировать на Facebook? А, да? А, окей, давайте так лучше, да. Угу. Так, я что сделала только что? Я скачала презентацию Елены. Я сейчас не думаю, что уже будет с такой погодой. Почему это не скачалось? Я тоже должна говорить маски? Сложновато говорить, да. Фотоешь, да? М? Фотоешь открытие. Я с ними сделаю. Открытие, речи и потом во время нужно. Я не встречу просто двумя руками. Еще нет презентации, да? У Миши вроде нет, я его спросила вчера. Вы с той стороны, да, будете снимать? Или мне с вот этой стороны входа захотите, чтобы вы могли ходить сюда? Вообще, где у вас будут спикеры? Вот здесь. Вот здесь и вот здесь рядом. Потому что я, когда обычно здесь выступаю, я беру кнопку, говорю, сразу она переключать, потому что кликера у нас нету. И поэтому, чтобы сразу можно было переключать, экран видно и как-то. Я открываю и говорю правила, все такое, желаю удачи, и говорю, теперь мы передаем слово нашему ментору. А как Елену Чигибаеву представить? Просто ментор по... Вот она. Она будет по Zoom. Она будет по Zoom? Нет, потому что Она придет. Она придет, она будет отключить рассказывать. Я ее попросила урезать, потому что у нее там 2-часовая презентация была, я сказала, давай минут 20 вопросами пересекнем. Вика, вы можете пока мьют сделать свой микрафон, наверное, лучше, чтобы когда люди раз будут что? заходить. Вы можете мьют сделать свой микрофон пока, чтобы когда люди заходят, чтобы не слышали вас. Все, хорошо.
Иван, сейчас слышно? Да, все слышно. Нужно просто смотреть, чтобы я согласна. Я, в принципе, могу переключать. Ладно, я буду переключать. Мне нравится. Да. Другое дело, что по-другому. Да, что мы тоже. Не по-нашему. Все равно в целом очень неплохо чувствую. Знаешь, сам, да, потому что визуал хороший. Так, да? Да. Сколько? 50. Ой, не понимаете? Да, СКБ. Да, да.
Более 150 участников. Более 150 участников. Я думаю, мы можем начинать. Да, все. Доброе утро, уважаемые участники. Меня зовут Вика. Я работаю в акселераторной лаборатории ПРО и являюсь одним из организаторов данного хакатона, который называется «Развивай свое сообщество». Данный хакатон стал возможен благодаря ПРО и проекту «Цифровые навыки и возможности для трудовой занятости молодежи в условиях цифровой экономики», который поддерживается Российской Федерацией. Я также хотела вас предупредить, что сейчас идет онлайн-стриминг от аккаунта ПРО, поэтому вы все будете онлайн на нашей страничке. И начать я хочу с того, что вы уже все в числе лучших. Мы очень рады, что данный хакатон вызвал большое внимание со стороны людей и по всей нашей стране, и даже за рубежом. Было зарегистрировано изначально более 86 заявок, это более 200 человек. В соответствии с критериям прошли около 50 заявок, это примерно 186 человек, и вы все вошли в число 36 команд, то есть 146 человек будет участвовать в данном хакатоне. Я очень рада этому, потому что сама тема, она, думаю, объединяет всех нас сама по себе. И мне очень нравится, что много есть участников из регионов, из разных областей. Как я сказала, многие участники, они из-за рубежа, то есть это представители диаспоры. Может быть, вы были на наших семинарах, да, где выступал там Азамат Тактакунов, да, он рассказывал о своих проектах. То есть это очень здорово, что одно такое событие, оно объединило нас всех. И сама цель всех IT-решений, которые мы ожидаем от данного хакатона, это также усиление и улучшение возможностей для граждан участвовать в развитии своих сообществ. Это основная цель, это самый основной критерий, по которому мы будем оценивать все предложенные решения. Немного расскажу о нашем расписании. Как вы знаете, в среду и в четверг у нас были онлайн-семинары, посвященные этой же теме. Там было много спикеров, которые делились своим опытом, то, как они уже реализуют свои социальные проекты в своих сообществах. В четверг у нас был дедлайн регистрации, и вот сегодня мы уже на открытии, где будут также воркшопы. Воркшоп на тему «Успешный питчинг проекта и стартапа» от Елены Чегибаевой.
И воркшоп с ментором Михаилом, он full-stack разработчик, то есть он поможет ответить вам на какие-то технические вопросы, и после воркшопа вы также можете индивидуально с ним поговорить, если у вас есть какие-то вопросы или проблемы. Также мы попытались собрать максимально ваши нужды, так скажем, касающиеся технической поддержки. Некоторые команды заявляли, да, что им нужны менторы по различным тематикам. Сегодня с 12 до 15 вы можете обсуждать данные вопросы. Если у вас остались эти заявки, можете потом подойти ко мне после воркшопов, мы попробуем как-то вам помочь. На самом деле мы не ожидали такого количества заявок, и поэтому нам пришлось пройти, да, несколько этапов отбора. То есть, я, как сказала, было 86 заявок, потом 50, 36 подтвердили участие, и поэтому мы просим вас завтра, в воскресенье, в 14:00 отправить нам на почту, которая указана на нашем веб-сайте, вашу презентацию питчинга. То есть вашу идею, да, вашу технологию, что было сделано за последние 48 часов. И главное описать ваше предложенное решение согласно критериям, которые я далее оглашу. С 16 до 18 часов будет презентация проекта питчинг. У каждой команды будет максимум 5 минут. Поэтому я прошу планировать вашу презентацию сразу на данное время, чтобы потом нам не пришлось вас перебивать. Вы можете презентовать свой проект как на кыргызском, так и на русском языке. У нас будет доступен онлайн-переводчик. И после этого жюри, которое будет состоять из технических специалистов и представителей UNDP, огласит результаты. Давайте еще раз пройдемся по критериям. То есть вы бы хотели, чтобы ваша презентация, она в первую очередь отражала соответствие данным критериям. То есть первый критерий – это оригинальность, насколько креативна и уникальна ваша идея. Если какие-то схожие идеи где-то были реализованы или нет, насколько это идея нова для Кыргызстана, да, или, например, доступна будет только на русском или кыргызском языках, потому что некоторые решения сейчас только на английском. Социальная значимость – это тоже очень важный критерий, то есть насколько идея отвечает интересам и потребностям сообщества. Опять же, я повторюсь, то есть ваши IT-решения, они должны объединять людей для решения каких-то проблем, которые уже существуют в сообществе. Либо же другая тематика может быть это лучшее выявление вот этих чемпионов, да, людей, которые что-то уже делают в своих сообществах, как мы можем лучше о них узнавать, чтобы дальше масштабировать их проекты. Реализуемость. Насколько реалистична реализация данной идеи в Кыргызстане и насколько она будет вообще востребованная. И технология, то есть насколько предложенное решение использует новые технологии, это приложения, игры, краудсорсинг, краудфандинг, насколько технически ее возможно воплотить, реализовать, и она будет действительно user-friendly, да, то есть востребована будущими пользователями. Говоря о призах, у нас есть призовой фонд, он составляет 250 тысяч сомов. Фонд будет разделен между 3 первыми победителями. Также данный хакатон, он не просто для сбора, да, вот этих решений, он для дальнейшей реализации этих решений, то есть с нашей стороны, со стороны UNDP Accelerator Lab, будет рассмотрена возможность дальнейшего развития и данного решения и воплощения его в жизнь вместе с ресурсами ПРООН. И также победители, возможно, топ-5 или 10 лучших идей, они будут освещены в СМИ. Получается, можно вопрос? Да. Призовой фонд – это как бы просто призовой фонд, да? Ну, как бы мы понимаем, что 250 тысяч на некоторые проекты – это просто маленькая сумма. Да, понимаю. Другие будут ресурсы, если нам действительно понравится проект, и мы поймем, что далее он отвечает критериям нашей работы, уже акселератор лаборатории, то есть возможность дальнейшего сотрудничества. Если же таких проектов, к примеру, не будет, но в целом будут классные идеи, то, естественно, призовой фонд в любом случае будет распределен между командами. По поводу призового фонда,
будет обговариваться индивидуальное использование данного приза. То есть, поскольку все проекты находятся на разных стадиях разработки на текущий момент, нужно будет через какое-то время представлен быть какой-то прогресс с вашей стороны, но это будет уже обговариваться в индивидуальном порядке. В принципе, я думаю, на этом все с моей стороны. Если у вас есть еще какие-то вопросы по организации, по критериям, то я готова сейчас на них ответить. Да, пожалуйста. Что, простите? 4 критерия. По ним будет производиться оценка. То есть оценка по 10-бальной шкале за каждый критерий. Косвенно объединяет людей, то он создан. Или обязательно надо, чтобы людей объединял. Да, важно, чтобы дальше пользователями становились как раз-таки члены вот этих сообществ, да, и они будут, то есть, к примеру, да, если там, вы хотите запустить e-commerce, да, платформу какую-то, то да, это косвенно, как вы сказали, объединяет людей, но это не объединяет их для решения какой-то проблемы сообщества, да, которое у них есть. То есть это просто объединение для создания прибыли. То есть косвенно, конечно, эффект как бы есть, но это не совсем про то. Нет, призовой фонд, как я сказала, будет разделен между 3 выигрышными командами. По суммам это 125 тысяч сомов, 75 тысяч сомов и 50 тысяч сомов. Критерии я озвучила. 4 критерия. Это креативность, получается, насколько эта идея уникальна для Кыргызстана или вообще для всего мира. Второй критерий – это социальная значимость, то есть насколько действительно, вот, как молодой человек задал вопрос, это объединяет людей для решения каких-то проблем, которые для них важны. И третий критерий – это возможность реализации, то есть насколько это вообще возможно воплотить, да, и конечный продукт будет отвечать целям. И четвертый критерий – это используемые технологии. А вообще главный критерий, чтобы он объединял людей, да? Ну, все 4 критерия, они равноценны при оценке, да, но если ваш продукт изначально не создает вот эту социальную значимость для сообщества, то, возможно, вы не будете включены в 15 команд для питчинга, да? А вот, допустим, если у меня есть, допустим, менторы, есть люди, которые у них хотят учиться, это соответствует? Да, это соответствует данному критерию. Но они не объединяются в какой-то среде. Они, допустим, ментор делится знаниями, а Ну, вы же соединяете как бы ресурс, да, то есть это те, кто готов делиться знаниями, и пользователи, то есть любой человек теоретически, как я понимаю, может зайти на вашу платформу и найти для себя подсказку, да. И если таких людей уже очень будет много, то это уже сообщество, правильно, которое находит ответы на свои вопросы. Еще есть вопросы? Не стесняйтесь, в принципе, можете задавать. Если с технической стороны, мы можем тоже сейчас ответить на вопросы, если в принципе, было. понятно? Хорошо, здорово. Тогда, я думаю, мы можем переходить Ко второй ко части. второй части. Да? Я хотела бы представить Елену Чикибаеву и выразить огромную благодарность за то, что вы сегодня с нами. Елена является соосновательницей общественного фонда ТКИ. Это очень крутой фонд, который объединяет девушек и женщин по всей нашей стране. И такие фонды, насколько я знаю, есть и в других странах. И они как раз-таки помогают девушкам, женщинам обучиться в digital skills для дальнейшего своего развития и получения навыков для заработка. Она также является выпускницей Tech Women, региональным амбассадором и ментором команды Technovation Girls Challenge. Елена, вам слово. Я сейчас запущу вашу презентацию. Ребят, всем привет. Знаете, как раз вчера у меня была сессия для и я понимаю, откуда у нас возникает вся эта проблема.
Что такое сообщество, как создать инновацию, как вообще определить проблему. И оказывается, я вот вас тоже призываю посмотреть, когда вы начнете работать над своими проектами, начать с дизайна мышления, посмотреть эту методику для того, чтобы наконец-то найти его решение и определить то комьюнити, то сообщество, для которого вы будете создавать ваши инновации, стартапы, проекты. Я сегодня буду рассказывать немножко на другую тему, не дизайн мышления, а что нужно для успешного питчинга. И, в принципе, меня уже представили, да, я буду этот слайд показывать. Ну, можно, да, переключить? Да. Сначала вот здесь вот нужно. Вот здесь вот. Так выйти. Про меня уже рассказали, но я просто расскажу про свой опыт стартапа, да, буквально вкратце, 1 минутку. В стартапы я пришла случайно, да, у меня маркетинговое образование, и я работала в разных консалтинговых компаниях, там, в сфере сельского хозяйства, в сфере вообще консалтинга, менеджмента. И вот когда я начала в сфере сельского хозяйства работать, я пришла в IT-сферу. В IT-сферу я пришла, создавая первые мобильные приложения для фермеров. На тот момент это был 2012 год, это был такой прорыв, потому что никто у нас не делал мобильные приложения, и мы первые делали мобильные приложения, которые решали вопросы там, с посевами, с защитными растений, потом по животноводству я изучила эти все темы, и у меня просто мозг взорвался, конечно, но мы сделали классные продукты. В 2014 году, в 2013 году мы с этими продуктами поехали на всемирный конкурс, называется World Summit Award Mobile. Я там выступала еще тоже членом жюри, национальным консультантом была от Кыргызстана. И я увидела, как мы отстаем, да, то есть даже вот в таких вот сферах, инновациях мы очень сильно отстаем. После того, как я поработала с созданием продуктов, именно мобильных приложений, я уехала из Кыргызстана, 2 года жила за границей. И вот когда уже вернулась сюда, мы друзья меня пригласили в туристический стартап. Мы создавали первую платформу именно по объединению, продвижению. Я вот буду рассказывать пример. Также я сейчас еще являюсь, можно сказать, консультантом, продакт-оунером я являлась, но сейчас больше консультантом стартап Optimdate, который в прошлом году выиграл ABC, это Entrepreneurship World Cup от Кыргызстана, 1-е место заняли, и представляли Кыргызстан на международной арене уже. И вот моя стажировка была в BigCommerce, это международная платформа по электронной коммерции. Вот. Кто из вас питчил уже? Руки, кто знает, что такое питчили? Окей, хорошо. У нас есть несколько человек, и большинство у нас первый раз. Да? Что такое питчинг? Можно следующий, да, перекинуть. Вообще питч слово, да, от английского происходит как выступление. Вот я перед вами сегодня питчу, да, то есть я питчу свою идею, как сделать успешный питчинг. Вот. И, соответственно, каждый из вас в роли питчера или, скажем, защитника своей идеи или продажи своей идеи будет выступать на этом хакатоне. И сегодня я поделюсь именно своим опытом, поделюсь, как сделать интересный питч-дек и питч вообще в целом, для того, чтобы вы смогли именно продать свою идею. Но питч-дек – это конечная стадия, можно так сказать, вашего этапа. Сначала нужен дизайн мышления, потом питч-дек. Okay? Вот, можно следующий слайд перенесу, да, для кого мы вообще питчинг делаем, да, для наших инвесторов, вот участвуя в хакатоне, это по сути ваши инвесторы. У вас есть возможность выиграть seed grant, да, такое небольшое, скажем, финансирование на запуск этой идеи, на то, чтобы продвинуть эти идеи. Мы также делаем питчинг для банкиров, для наших потенциальных спонсоров. И, конечно же, питчинг мы можем делать для нашей команды, для партнеров. Возможно, вы друг другу тоже будете питчить, потому что вы можете где-то объединять идеи, где-то совместные проекты делать. Да? И я вот знаю, что Эрик всегда питчит и приглашает даже в объединение свой классный проект. И я очень рада тому, что он сегодня тоже с нами. Потому что он классные питчинги делает. Вот. Можно следующий слайд. Я расскажу, как я начала питчить. Это было 2017 год. Алматы Tear Garden проводили в Кыргызстане первый питчинг проектов из Кыргызстана. Мы собирали свой там Астана Хаб и Алматы Tear Garden. Да, то есть
первые проекты, и у нас вот несколько человек было, да, возможно, некоторых вы знаете, некоторые уже уехали из Кыргызстана, но некоторые здесь до сих пор пичат проекты. И мы не заняли на этом питчинге никакого места. Я скажу, это был провальный питчинг, потому что мы не уложились в 3 минуты времени, которые нам давали. Но я вам потом расскажу. Мне через 2 недели позвонили из Москвы, из ABC, они назывались, по-моему, такой venture capital фонд, именно Алматы Тиргарден, который финансировал. И сказали, мы посмотрели ваш питч-дек, и нам понравился ваш проект, мы хотим вас пригласить в нашу акселерацию. Вот, там $20 тысяч давалось. Можно следующий слайд. Второй опыт именно питчинга, это мой первый опыт был питчинга на английском языке, уже в Калифорнии, во время программы Tech Women. Я питчила вот Rocket Space, откуда, оказывается, многие стартапы тоже выходили, там тусовки каждый раз собираются, питчат перед друг другом проекты. И у нас тусовка называлась Foreign Startup, да, микс, pitch and mixture, да, то есть мы питчили перед друг другом, и потом находили партнерство или как-то взаимодействовали, да, потенциально. Я там питчила уже нашу платформу, очень много осознаний получила от того, насколько мы даже отстаем по питчингу и вообще по идеям, которые мы предлагаем на рынок, потому что наша платформа была уже, скажем, не актуальна для этого рынка. Да? И там мы там нашли партнеров, но мы не нашли именно инвесторов, потому что этот продукт стал неинтересным. Да? Можно дальше сделать. Почему-то один слайд пропустили перед этим шагом. Это следующий перед. Окей. Был слайд один, который как раз-таки показывал, когда мы уже начали питчить наш общественный фонд ТКИ, мы питчили Venture Incubation, парк высоких технологий проводила еще вот до пандемии, и мы там заняли 3-е место с нашим стартапом и получили инкубационную программу на 3 месяца, мы могли там находиться, и после этой инкубационной программы вообще там остались, потому что мы подписали меморандум, и понравилась наша идея, и то, как мы работаем с сообществом, как раз-таки решаем проблемы нашего сообщества. И получилось так, что мы сейчас уже как бы наш инкубационный период прошли, мы сейчас выходим уже на уровень стартапа, да? То есть мы с идеей пришли, и вот мы сейчас на уровне пока стартапа еще, потому что у нас нету бизнес-модели еще. И так вот, после того, как я подпитчила, и в целом ТКИ, общественный фонд, это такая волонтерская работа, мы целый год работали волонтерами и не получали зарплату, но делали классные проекты. Сейчас у нас уже есть определенные доходы, и мы еще до сих пор прорабатываем свою бизнес-модель. Но в целом я хочу сказать, что вот именно опыт питчинга, он очень классный, потому что он позволяет вам еще, так скажем, посмотреть, насколько ваша идея, она актуальна. И после, получается, вот с февраля месяца мы вместе с Динаей проходили пик акселерационной программы. Я была в Soft Trade здесь именно как Product Owner, да. И я там не питчила, но я могу сказать, что вот я писала все скрипты для питчинга, я писала все презентации делали, да, то есть по сути, как бы там питчил оунер, но всю подготовку делала я. И вот мы дошли до ABC Cup, да, то есть до 1-го места заняли по Кыргызстану. Вот. И можно следующий слайд. В целом, мы должны понимать и разбираться с вами, так как мы уже начинающие стартаперы, предприниматели, мы должны разбирать вот такие понятия, как 3 вида питчинга. Да? Основных 3 вида, которые существуют, это вот elevator pitch, который делается на 1 минуту, и он делается, когда, ну, по нему мы сегодня чуть попрактикуемся. Один pitch до 3 минут, это вот когда вы делаете уже полноценный pitch-дек и показываете вашу презентацию. И funding pitch, когда вы уже непосредственно рассказываете показатели, он где-то от 7 до 10 минут проходит. И в целом у нас во всех сейчас акселерационных программах проходит только микс IT, pitch и funding pitch. Где-то до 5 минут у вас будет время. Сколько у вас времени будет? До 5. До 5. То есть у вас будет микс elevator и funding, да, потому что вы должны показать прежде всего idea, но показать еще вот этот, скажем, возможности монетизации вашей идеи. И следующий слайд.
непосредственно вот основой вообще питчинга является ваш pitch-deck. Это вот вообще сердце питча, да, то есть это то, на чем строится вообще вся ваша презентация, все ваше выступление. Мы сейчас начинаем вот от idea pitch говорить и уже дальше пойдем к фандинг pitch, да, то есть что должно быть в вашем питч-деке. То есть в целом первый слайд это, конечно же, ваше название проекта, как представляет команды, фаундер, да, это идеи. Затем нужно будет обозначить проблему. Причем есть разные способы обозначения проблемы. Есть способы вот сторителлинга, да, то есть сторителлинга вы рассказываете конкретную историю, и вот как раз-таки для социальных стартапов и идей очень важно понимать свое сообщество, найти ту персону, в дизайне мышления называется персона, у которой есть боль, и вот эту боль, которую вы решаете, персона может быть несколько. То есть вы рассказываете историю, вот там Гульнара, она сидит там в магазине, у нее там всего там бухгалтерию она ведет на бумажке, ну это я собственно трейд рассказываю, да, и у нее получилась такая ситуация, что она не знает вообще, сколько у нее денег в бизнесе, сколько у нее, допустим, денег в обороте, да, то есть сколько нужно выплатить поставщикам, сколько нужно выплатить на зарплату. То есть вот эту проблему вы рассказываете как историю конкретного человека или конкретного сообщества. Решение. Мы, к сожалению, в Кыргызстане всегда начинаем сразу с решения. Вот у меня есть классная идея, я хочу там создать такую платформу, которая будет продвигать, там, не знаю, курсы образовательные, да, если мы говорим о образовании. Но решение всегда должно основываться на проблеме. И вот как раз-таки в проектах, которые сейчас социальные, да, должны делаться, мы должны делать вот дизайн решения. Решение – это то, что вы предлагаете, да, то есть это ваша, вот, например, платформа, которая соединяет, вот мой любимый pitch-deck, Airbnb, потому что я в туризме работала, тоже я изучала их опыт, да, и затем мы показываем объем рынка, сколько денег мы вообще на этом рынке можем заработать, да, то есть сколько денег потенциально мы можем увидеть. И есть такие понятия, как топ, это total маркет, да, маркеты, да, по-моему, объем, да, рынка. Потом SAM – это то, что мы можем acquirable, да, то есть то, что мы можем захватить. И SOM – это тоже такое одно из понятий, я вот сейчас не смогу перевести вам конкретно. Но, то есть вот эти показатели вы должны показать, да, вот total market, SOM, по-моему, и вот это SAM, то, что вы можете взять, какую долю вы можете взять. И затем бизнес-модель, на чем вы будете зарабатывать. Сейчас я вот это закончу. Пока конкретно теме не ушли, поэтому объему рынка вопрос. Можно? Давайте в конце, потому что у меня как бы такая потоковая презентация, по объему рынка, это возможно отдельную презентацию сделать. Вот. Бизнес-модель. Бизнес-модель – это то, как вы зарабатываете, то есть то, как вы будете обеспечивать свою финансовую устойчивость. Да? То есть на какой принцип, есть определенный принцип у стартапов, например, commission-based, subscription-based, money-based, да, когда вам конкретно платят за услугу. И, конечно же, нужно понять, вот, как вы будете зарабатывать. Да? Вот здесь вот очень написано на Airbnb, очень легко написано, что они там $20 с одного заказа, да, получается. И ваши конкуренты. Нужно показать ваших конкурентов, потому что если вы говорите, вот у нас уникальная идея, это значит, что вы не всегда хорошо понимаете рынок. Да? Это первый показатель, что вы понимаете рынок. Потому что до того момента, когда ваша идея возникла, люди уже чем-то пользовались. Есть такое понятие, как альтернативное покрытие потребностей, да, нужд. Соответственно, уже до этого что-то было. И, соответственно, вы должны привести. Есть вот прямые конкуренты, есть косвенные конкуренты, это альтернативные как раз-таки. Вы должны привести, сделать оценку по функционалу, что у вас будет. Трекшн и достижения. То есть трекшн и достижения – это вот показать, что у вас уже есть команда, что вы, допустим, уже провели первые переговоры, возможно, уже что-то протестировали, какую-то идею на первых своих пользователях и, возможно, даже получили монетизацию какую-то. Возможно, вы уже, не знаю, на стадии формирования, там, регистрации компании конкретной, да, то есть и первых инвесторов привлекли. То есть это все нужно будет показать. И в конце мы делаем, что нужно, что мы просим. То есть нам нужно, например, дальше деньги, финансирование мы просим на
конкретный на маркетинг, скажем, на увеличение команды, на продукт совершенствования, да, то есть мы конкретно здесь показываем, на что мы просим. И последние вот 2 слайда, у меня как раз 10 слайдов должно быть, да, то есть команда. Команда – это одна из ключевых тоже основ вообще всех стартапов. То есть когда у вас есть сильная команда, когда у них есть определенный опыт, это как раз таки сильная сторона. И заключение должно быть какая-то фраза, да, то есть мы там, уверены, что мы сможем построить там, светлое будущее для наших, там, не знаю, XX сообщества, да, и ну, не такие общие фразы, не конкретные, то есть отборы, и в конце мы завершаем, да, то есть там, мы будем развитие Кыргызстана, да, или еще что-то. И, конечно, ваши контакты, да, чтобы можно было получить информацию. И, возможно, если кто вас будет слушать, то даже не во время вот так собираться, не жюри вам подойдет, а кто-то ребята подойдут, кто-то еще ваша идея понравится, и они к вам подойдут. Да? И можно последние вот, несколько рекомендаций. И я давайте, может быть, не по рекомендациям, а именно по вашим вопросам, потому что рекомендации у меня конкретно здесь по питчингу, да. Это то, что касается вот, опыта, да. Прежде чем делать свои презентации, я всегда изучаю на YouTube, смотрю все максимум ребят, которые там получили уже деньги или питчат подобные моей идеи, да, то есть ту, которую я питчу, и смотрю, как они преподносят идеи. Это очень классный опыт, который нужно вам тоже за основу взять, потому что нужно посмотреть, как это делают другие, да, и взять для себя вот эти кейсы. На слайде, то есть слайдов не более 10, да, то есть действительно вы не успеете за 3 минуты 10 слайдов, да? Особенно если там будет много информации. Всегда, я вот еще менторю, когда презентации готовы, я менторю вот эту презентацию и там, говорю, здесь убрать, здесь вот оставить только вот эту картинку, здесь вот эту фразу только поставить, да, то есть я вот это еще делаю. И не более, то есть любой график или, скажем, картинка, она лучше 1000 слов. У меня всегда 1000 слов, но если я там поставлю картинку со смыслом, да, она будет вам больше давать информации, чем мои 1000 слов, да, и это очень важно. И, конечно же, рассказывайте истории, эмоции, должны люди видеть, что вы болеете этой идеей, потому что люди не покупают ваши идеи, люди покупают вот то, как вы преподносите эту идею, кто вы на самом деле, да, потому что очень важно, кто стоит за этой идеей и какой его intention. Да? Intention – это вот посыл, да, внутренняя вот, сила, драйверы, еще говорят, да, которые вот вами движут. И следующие, да, несколько слайдов. Но про эти части я уже говорила, в принципе, да, вот нужно показать ваши преимущества, когда вы конкурентам показываете. Нужно рассказать о том, как вы будете зарабатывать, какие потенциальные доходы у вас будут, прибыли, расходы, какие у вас. Честно говорить о своих провалах. Это можно говорить вначале, например, сказать, что раньше я вот думал, что вот так, вот так. Но потом я обратился там, в свое сообщество и увидел, что проблема, оказывается, не в том, как я думал, а вот в этом. Да? То есть это честно рассказать о своих провалах. Я вот вам честно вначале сказала, что мой первый питчинг был провальный, да? То есть нас не выбрали, потому что ну, я не справилась с задачей, за 3 минуты я не рассказала, и я дошла до слайда только конкуренты, они не увидели, все. И, конечно же, любые слова в ваше продвижение, не нужно говорить, все люди в Кыргызстане не знают, как, скажем, получать высшее образование, или не знают, где у нас, какие у нас университеты есть. Вот это общая фраза, да? То есть нужно приводить вот такую статистику, что после окончания школы только 30% людей поступают в университет. Вот эта цифра, да, она реальная цифра, которая показывает, что вы владеете информацией, вы владеете той, скажем, ситуацией, на которую вы пытаетесь создать свое решение. Вот. И последнее, наверное, да. И тренируйте, да, вот один из опытов, такой, который вот, нужно для себя сделать, это как раз-таки нужно тренироваться, да, очень, на слайдах у вас должно быть очень просто, нужно туда максимум всю информацию запихивать, да, одну картинку поставьте или одну фразу, там, 30%, не знаю, школьников Кыргызстана только поступает, то есть в Кыргызстане только 30% школьников, выпускников поступает там, в университеты. Остальные 70% остаются там, идут работать безработными и всякое такое, да, уходят замуж, если девушка.
Вот. И подготовьтесь к сессии вопросов. Вот эта сессия, она намного может быть важнее, чем нежели вы ваши слайды показываете. Да? То есть за 3 минуты у вас есть только возможность показать максимум 10 слайдов. И потом у вас будет 2 минуты, скорее всего, или максимум 1 минута ответить на те вопросы, на которые вы не смогли раскрыть полноценную информацию в вашей презентации. Эта вот сессия очень важна. И, в принципе, elevator pitch мы не будем показывать, у нас время, да, уже? Ну, в принципе, Есть еще, да? Вот я вам покажу несколько вещей, связанных с elevator pitch. Можно следующий даже слайд показать. Есть вот такие стандартные, так скажем, бизнес-идеи в одну фразу, да, то есть бизнес-идея, когда вы в любом случае вы будете дальше, даже после этого хакатона и вообще в своей жизни, вы, по сути, делаете, так скажем, питчинг каждый день. Когда вы приходите на работу, когда вы знакомитесь с друг другом, когда вы взаимодействуете, да, то есть с кем-то, строите партнерские отношения, вы питчите. Да, и есть вот эти 2 формулы, которые вы можете питчить. Вот примеры я вам покажу. Например, вот Slack, да, известная платформа, которая помогает коммуницировать с компанией, общаться с помощью простого чата. Да? То есть это простая суть вот этого elevator pitch в одну фразу, выраженная, так скажем, в миссии или в такой, скажем, простой вещи, что очень понятно и доходчиво. Да? То есть, например, Amazon, мы помогаем людям покупать и продавать вещи онлайн. Да? То есть все, это конкретная идея. И потом, если это интересно людям, они начинают с вами дальше завязывать отношения и контакты. И вот несколько своих личных примеров покажу. Я всегда там, когда представляла, говорила, там, здравствуйте, меня зовут Елена, я представляю Travel-Hub, B2B систему бронирования туров. Мы предлагаем экскурсионный тур в странной стране на одной платформе, которую можно купить онлайн. То есть это вот наша такая фраза была. Я ее, конечно, сегодня подмодерировала, потому что у меня было прям, я перечисляла Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, да, все страны перечисляла. Но вот сегодня я ее так оптимизировала и думала, вот это идеальный питчинг получился, да, то есть для меня, по крайней мере. То есть я показываю еще рынок, я показываю, что я делаю конкретно, и я показываю, что такое, да. А следующее, это вот то, что касается нашего ТКИ. Мы вот сформулировали это нашу миссию, да, и мы сейчас везде говорим, мы вдохновляем девушек и женщин, расширяя их возможности в мире технологий. Мы сразу показали нашу целевую группу, то есть с кем мы работаем, на кого мы ориентируемся и как мы это делаем. Да? То есть, может, не совсем подробно как, но, по крайней мере, в какой сфере мы с ними работаем. И следующий пример, который тоже я помогаю, то есть очень сильно люблю мой любимый, да, потому что я говорю, из призма я когда работала, я прям изучила Airbnb, я у них в офисе была, когда в Сан-Франциско была. Вот, Airbnb помогает домовладельцам сдавать через интернет жилье путешественникам, работая на рынке индустрии и гостиничного бизнеса объемом 427 миллиардов. То есть вот эта фраза, все, она зацепляет. И, кстати, если вы историю Airbnb будете изучать, они только через 2 года получили финансирование, потому что в их идеи никто не верил, что будут домовладельцы сдавать жилье. Да? То есть они начали только сначала на своем опыте, и только потом они пришли уже к тому, что привлекли инвестиции. Да? Сейчас, кстати, они, когда я была в Сан-Франциско, мы разговаривали именно об экскурсионных турах, это называется experiences. Это новое понятие вообще, что называется это новая концепция, что future in experiences, да? То есть в опыте людей, то есть способность его получать вот этот опыт, делая какие-то, не знаю, гоночные, там, не знаю, игрушки, да. У меня в 2019 году приезжали студенты из Голландии, туристические стадии туры делали. И когда мы их привезли вот на предприятие, где женщины из обоих проекта делают вот эти свои игрушки, там разные вот сувениры из воздуха, им было клево почувствовать и самим сделать себе вот эти вот вещи, нежели чем они пришли в магазин и вот там, да. Вот. И да, у меня будет к вам, да, у нас где-то сколько еще минут есть? 15 минут, да, есть? Да. Давайте сделаем так. Мы вот пока вот откроем сессию вопросов и ответов, и вы попробуйте подумать, именно вот пока мы вот задаем вопросы, ответы, подумайте над своей идеей и попробуем там 3-4 примера послушать сейчас ваши идеи. Возможно, мы вместе
уже дадим направление дальше, куда вам ориентироваться. Хорошо? Мы открываем вопросы, кто-то хотел задать вопросы, пока думаете, как вы бы могли сделать свой elevator pitch. Да, один момент. Тут плохо слышно вопросы, поэтому я очень попрошу всех потише, и я буду дублировать вопросы, если не будет слышно. Хорошо? На каком языке лучше питчить? На каком языке лучше питчить? Вы имеете в виду, когда перед... Ну, допустим, мы вот на сейчас решается, мы ходим и пишем. Тут нужно понимать некоторые вещи, да. То есть, во-первых, перед кем вы пишете, да, кто будет в жюри, вы не знаете, да. Но вы можете предположить, и вообще мы сейчас говорим о том, что кыргызский язык должен быть, например, одним из языков нашего общения, да, со всеми. И вот здесь вы можете прийти со своей историей, да, почему вы даже объяснить, почему вы пишете на кыргызском языке, потому что вы пришли представлять то сообщество, для которых вы делаете вот эту свою идею. И там будут люди, которые поймут. Я, например, да, я понимаю кыргызский язык, да, то есть когда передо мной питчат, я понимаю где-то 60% контента, да, может быть, где-то мне нужно детали уточнять, но я понимаю суть, я понимаю человека, потому что я оцениваю не то, что вы пишете, а как вы это делаете. То есть, если обычно так говорят, если человек может классно пропичить свою идею, значит, он классно сможет сделать этот проект. Но если человек не сможет пропичить идею, то уже из проекта не получится. Да? У нас формат питчинга какой вообще? Сколько минут длится? Формат питчинга. Вот ребята говорят, на хакатоне у вас будет 5 минут. Как я вам уже вначале сказала, это значит будет микс двух видов питча. Это будет часть elevator pitch, где вы должны показать идею, да, то есть что вы вообще представляете, вот рассказать историю, да, откуда вы взяли вот эту вот суть, вытащить вашей проблемы и вот проблемы вашего сообщества, которые вы будете решать. И затем рассказать о решении, и вот на что вы просите, там, не знаю, $2000, $1000, да, то есть на что вам нужно, может, вам $15 000 нужно, да. Нам нужно было $360 000. Обалдеть. Здесь добавлю, что 5 минут будет на питче, 5 минут на вопрос-ответы. Если вы съедаете больше 5 минут, в принципе, вас, наверное, редко будут останавливать, но зато вы не оставляете время для жюри, для уточнения, а это плохо. Поэтому укладывайтесь лучше в 5 минут. Правило питчинга такое, если вы не укладываетесь во время, там, 5 минут, которые вам выдали, вам в любом моменте могут остановить. Я говорю, меня остановили на конкурент. Я начала рассказывать, почему мы лучше конкурента, а у меня вся дальнейшая информация именно по финансам, сколько мы можем заработать, какая у нас команда, она была в конце у меня. Да? Соответственно, люди это не услышали, и поэтому мы не пошли в Алматы Техгарден. Да? То есть, но потом эти люди посмотрели итоговые наши фидбэк, и они нас пригласили, позвонили там с Москвы и сказали, вы нам нужны там в Алматы Техгарден, приходите, мы все, мы готовы вам дать $20 000. Да? То есть вот такой вот был кейс. Потому что pitch-deck, оказывается, тоже важный инструмент, но и как вы питчите, и сколько вы укладываетесь, поэтому вы должны тренироваться, да, перед тем, как вы будете питчить. Это тоже уже искусство. Можете выбрать в команде одного человека, можете разделиться, или, там, но когда, например, питчит один, второй как бы не должен мешать и отнимать внимание, да, то есть он должен поддерживать, да, то есть это уже начинаются навыки работы в команде, да, то есть и желательно не так, и вы закончили питч, да, то есть это тоже нужно отрепетировать, например, там, привет, меня зовут там Елена, я вот сегодня питчу с Эриком, мы там команда игры, и сегодня рассказывать о нашем проекте. У нас был вот стартап, я была стартап Кыргызстан, я была жюри, и у нас были девочки, которые вышли вдвоем питчить, и у нас, оказывается, нет вот этого еще навыка питчить вдвоем, да, то есть это нужно тоже отрепетировать, да, потому что именно вот это первый срез, то, как вы представляете свою идею. Кто готов попитчить? Можно один вопрос? Да, можно. Важно ли, чтобы во время питча был какой-то MVP? Или дизайн?
продукта. Вот почему я говорю, важно начинать с дизайна решения, вообще любое мероприятие, потому что вы должны понимать этапы вообще создания продукта. Да? То есть сначала идет идея, затем идет там, концепция этой идеи, вы обволакиваете в продукт. Затем идет прототип, когда вы эту концепцию уже делаете какой-то прототип, и потом вы делаете MVP, и потом у вас сервис продукт называется. Да? То есть это уже будущий продукт, который вы дальше будете выпускать. И на идее, то есть вам не обязательно, чтобы был MVP. То есть, но вот идею, если вы переведете хотя бы там, в прототип или в концепт, то есть, например, у меня есть идея открыть магазин, не знаю, ладно, на своем примере расскажу, я сейчас думаю, как мне создать платформу по личностному развитию, да, то есть я хочу заниматься личностным развитием, там, не знаю, девушек, мальчиков, да? И у меня эта идея есть, но это значит, что у меня просто идея. Таких платформ тысячи миллионов. А если я говорю, я хочу такую платформу создать, да, вот у меня такая идея, но я вам не говорю, почему я к этой идее пришла. То есть я должна говорить вот эту идею на основе вот того опыта, например, общаясь вот с девочками, если я вам расскажу историю, там, девочки, с которыми мы сейчас обучаем в нашем проекте, да, они живут в таких условиях, которые на них давят, да, что вот они там со стороны родителей, на них давка идет, стереотипы, со стороны там школы уже говорят, что все, вы школу закончите и там замуж выйдете, и вам не нужно поступать никуда, да, там. Со стороны мальчиков идет, вот мальчики просто, у них такая культура, они в конкуренции любят развиваться, да, то есть это особенность психологическая, да, то есть это особенность наша, что они там могут издеваться. Я вот в школе училась сельской, на мальчиков там ящерицы на нас змеи выкидывали, да, то есть это было, представляете, для девушки это вообще стресс, да, сразу, да, то есть, но один такой эксперимент был, когда вот мальчики пришли, там на стол положили нам ящерицы, я сижу такая, ну и что? То есть, да, у меня уже началась, включилась такая вот внутренняя позиция, да, что, ну, окей, я взяла эту ящерицу, у меня хвост отвалился, она упала, да. То есть смысл того, что мы должны понимать и исходить из проблем. Вот если мы будем закладывать туда свои какие-то истории личные и будем рассказывать именно вот проблему, почему мы это решаем, не сразу с идеей. Идея – это решение. Нужно исходить из проблемы. Не обязательно вот сейчас на презентации указывать, да, как направо, если не будем создавать сайт, как он будет выглядеть. Здесь вот, смотрите, это мы сейчас говорим о том, что мы идем по этапам питч-дека вашего, да? То есть мы сказали, вот у нас проблема. Затем вы можете, следующий этап, вы можете уже приблизительно даже нарисовать и показать даже конкурентам, что вот, например, в Казахстане, в России, в Америке, не знаю, в Грузии, вот такие есть классные кейсы. Это показывается анализ конкурентов, да, так скажем, или анализ рынка, да. И затем вы показываете, что мы нашу платформу хотим вот такую сделать. И когда вы идете от дизайна мышления, вы уже на этапе проблемы уже формируете некий прототип, который вы тестируете с вашими потенциальными пользователями, и потом вы показываете вот эту вот картинку, что мы уже даже протестировали. Вот я вам расскажу такой кейс, кстати. Участвовал тоже экспертом в Talent Startup, тоже для регионов мы проводили такие тренинги, и мы там в дизайне мышления проводили сессии. Представляете, ребята из Каракола, из сообщества, да, пришли, и они говорят, окей, какая у вас проблема в Караколе, да, то есть что делать? Они говорят, вот у нас женщины, мужчины и женщины не пускают там, на различные мероприятия, потому что там тоже мужчины, ну, у нас социализация идет, и мужчины навязываются. И они говорят, что там мужчины, и они женщин туда не пускают. И они говорят, а женщинам нужна социализация, они хотят где-то встречаться с друг другом, поэтому вот эти кабинки появляются там разные, да, и они говорят, мы вот хотим сделать, вот наша идея, создать там well-being центр для женщин. Мы такие, окей, хорошо, идея классная, а вы проверили идею, будет ли туда женщины ходить? И вот мы им посоветовали сделать натив, да, простой прототип, создать вот эту рекламу, да, то есть что у них в этом веб-бейн-центре будет. Они сказали, там будет тренажерный зал только для женщин, там будет, например, небольшая кофейня, чай попить, да, то есть потом там будет, например, детская площадка, где детей можно оставить, они там поиграются.
и будет, например, какой-то, не знаю, спа-услуги какие-то. Ну, не спа-услуги, как мы там, не массаж, а там, не знаю, для лица, что-то такое, волосы, там, спа-услуги у нас не все должны понимать, а шире, да. Соответственно, и они, окей, классная идея, у них не было ни продукта, у них не было ни вот этого тренингового зала спортивного, да, у них ничего не было. Они сделали вот это описание, запустили рекламу на Facebook, потратили $5, и у них вышло 46 заявок именно настроили еще в Караколе, что вот такой центр открывается, и мы там приглашаем всех на, ну, не приглашаем, а если вам интересно, ранее бронирование, да, так скажем. Вот, 46 заявок они получили. Интересно. Люди звонили, говорили, куда принесли деньги, мы хотим прийти посмотреть этот центр, потому что нам нужна вот такая услуга, представляете? Но потом, когда они просчитывали эту идею, оказалось невыгодно открывать такой центр в Караколе, потому что там нужно еще развивать культуру, создавать рынок. Да? То есть они когда посчитали, интерес есть, да, но рынок еще не готов к этой услуге, и, соответственно, они вот таким образом, затратив $5 там, из своего, не знаю, 5-10 часов времени, протестировали уже сразу идею. Какой? Можете, да, открыть, отправить, но желательно в PDF отправить. Хорошо. Да. Еще один вопрос. Официальный проект без денег можно включить? Можно, у нас будет вечер КАИМ без денег. Смотрите, мы пришли от проблемы, да, когда вот мы создавали вообще КАИМ, мы приехали из Каима в 2018 год, и мы увидели, что у нас в Кыргызстане уже 28 девушек, женщин прошли программу КАИМа. Они получили вот этот опыт в Кремниевой долине, или там, не знаю, произвоз произошел, да, то есть вот, это называется индокринация. Вот. Соответственно, когда мы приехали, мы увидели, а какая проблема у нас в Кыргызстане. Оказывается, представляете, ежегодно на программу КАИМ подает 300 девушек, женщин из Кыргызстана. Выбирает только 5. То есть это потенциал этой программы показывает, что интерес есть, но возможности только 5 человек выбирают. Соответственно, мы подумали, что если предложить такую же программу КАИМ, но на рынок Кыргызстана, где, например, для женщин из регионов, которые не знают, например, английский язык, да, которые не знают вообще, что такое STEM, технологии, но при этом хотят, потому что им не нужно, да, они там заботятся о своих детях, заботятся там в той сфере, где они работают. И мы сразу начали думать, а кто могут быть нашими потенциальными клиентами, да? То есть, представляете, в регионах, мы в Бишкеке такие крутые, классные, в регионах, если вы поедете, у нас там есть только школа, где происходит социализация, да, максимум магазин местный, все. То есть даже крупные города, ладно, Ош сейчас отличается, да, там Каракол уже начинает отличаться, но именно таких вот мест нет, где можно прийти и отметиваться. Мы сказали, что, возможно, нашими клиентами, это наше предположение, Assumption называется, guess, да, такой, возможно, нашими клиентами для этой программы будут учителя школ и сотрудники НПО. Вот. То есть это вот наши предположения. Представляете, на 60% в программе было учителей школ, там, университетов даже, там, с Баткенского университета, с Ожского университета участвовали в Ожгу, да. Но остальные были учителя и сотрудники НПО. Мы взяли там 2-3 девушек, которые были безработными, но они хотели там открыть детский садик по STEM принципам, да, или открыть какую-то, не знаю, поддержку женщин, да. Программисток девушек, 2, по-моему, у нас было и в регионах вообще нету, да. То есть, представляете, вот этим кейсом мы открыли такую, вот, скажем, большую нишу работы без денег. У нас не было денег своих, у нас не было. То есть мы начали вот совсем с нуля, получается. Мы свои деньги вкладывали на то, чтобы организовать комьюнити-ивент. Кто-нибудь хочет попробовать попичить идею? У нас 1 минута осталась. Давайте, да. Все, давайте. Мастер-класс. Здравствуйте, я, скорее всего, прочитаю, потому что готовил вообще. Здравствуйте, меня зовут Ахмат. Я хочу вам представить проект «Студент Директ».
На данный момент в Казахстане большинство абитуриентов с регионов, которые хотят поступать в столичный вуз, сталкиваются с такой проблемой, что они не могут найти достаточно информации про свои университеты и интересующие факультеты, в которые они хотят поступать. Я хочу создать онлайн-платформу, на которой абитуриенты могут связаться со студентами, а-ля выпускниками интересующих их вузов и задать им интересующие вопросы. На данный момент не существует такого решения проблемы, особенно для абитуриентов с регионов, которые из-за расстояния не могут поучаствовать в днях открытых дверей вузов и найти достаточно полезной информации. Я обычно, вот я говорю, я со скриптами работаю сразу, да, я сразу видите, лишние слова, так, у меня мозг сразу работает, лишние слова, это можно фразу вот так сильно сказать, там, это вот так нужно сказать, да. То есть идея классная, да, вы сразу начали с идеи, обозначили проект, там есть проблема, мы обозначили проблему, возможно, еще нужно ее углубить, эту проблему, да, то есть показать вот именно боль этих людей, там, привести, например, вот я хочу привести пример там Айдара или там Аяны, которая там из Кирбена, из самой глуши, которая не могла поступить в университет, и, потому что она не знала, например, да, то есть конкретный кейс добавить, да, то есть очень классно. У нас недавно девочка пришла в GBS Academy, которая тоже участвовала в дебатных проектах, да, и вот вернулась, то есть поучаствовала в Generation, поучаствовала, выиграла там обучение в GBS Academy, и сейчас она уже прям вот крутая девочка, прям, она уже знает, куда поступать, то есть она уже поступила, да, то есть это вообще круто. Вот, спасибо большое. Я думаю, максимально постаралась ответить. У меня эта презентация вообще на час, я ее положу как минимум. Вот, и максимально... Огромное, что вы согласились, такая кладезь знаний, да, мне кажется, можно слушать, очень здорово, спасибо, да, спасибо вам. И мы бы хотели пригласить второго спикера сегодня, ментора, это Михаил Паутов, да, верно? Это full-stack разработчик, он также будет ментором на хакатоне. Михаил, вам слово, можете сказать и ответить на вопрос. Большое спасибо. Я немножко представлюсь. Как сказали, меня зовут Михаил. Я работаю уже около 8 лет и также участвовал на 10-15 хакатонах и парочку из них тоже были онлайн. Что я бы посоветовал вам самого главного в разработке, это сделать какое-то базовое MVP и обязательно взять одну из таких важных задач, проблем, которые вы можете реализовать и показать. Почему не стоит тратить время сразу на все? Потому что иногда просто не хватит времени все это рассказать. Обычно выбирают одну главную проблему и ее рассказывают. В плане технических вещей не обязательно делать, скажем так, там, крутой бэкэнд, платить, если вы не хотите тратить деньги, не стоит там пользоваться какими-то облачными системами. Можно просто, в принципе, все скачать, сделать там в JSON формате и просто это отобразить. Чтобы у вас, во-первых, не было затрат времени на разработку бэкэнда и можно просто для начала сделать какой-то view, там, не знаю, просто даже сверстать это, грубо говоря, и это показать, это для начала, это будет то, что самое, первое, самое главное. Если у вас все-таки какие-то, Telegram, какие-то приложения, либо вообще боты или что-то в этом роде, то там то же самое ищите, если вы не подкованы технически, если вы не знаете, как это делать, посмотрите в интернете дофига, очень много разных готовых решений, которые вы можете просто воспользоваться, где не нужно даже писать код. Вот так. Так что, мой совет, определитесь то, что вам нужно, и ищите более быстрые решения, потому что, времени, как всегда, мало, а потом уже вы можете во время, питчинга рассказать те идеи, которые вы хотите дореализовать, и как они помогут. В принципе, вот так вкратце. Я хотел рассказать именно то, что важно, на самом деле, для начала. И давайте ваш вопрос, потому что, наверное, важнее сейчас узнать, у кого что, какие проблемы, и более конкретно. Да, слушаю. Смотри, если у тебя уже есть команда с программистами, есть, да? Все, какой язык вам удобно, Telegram позволяет. Да, на Python очень просто. Там по-любому есть какие-то библиотеки, которые ты можешь в интернете загуглить.
самое удобное, какая-то самая популярная будет, просто ее возьмешь и используешь. Если твои разработчики, твоя команда посмотрят, если им понятно все, как там описано, если это, допустим, модуль решает твои проблемы, вы берете просто и используете. Если что, можете подойти, я здесь буду до 3 часов, до 3 часов, и можем поговорить, там, посмотреть вместе. Все без проблем, по-моему. Да. Добрый день, я хотела спросить, наш проект обязательно должен быть? Это больше бизнесовый вопрос, не технический, поэтому давайте так, так как это социально ориентированный хакатон, я думаю, что если он будет sustainable, когда он будет как-то в ближайшем будущем сам себя обеспечивать каким-то образом, через какие-то бюджеты, конечно же, на это будет смотреть. Но прибыльным, в смысле зарабатывать деньги миллионы, нет, не обязательно, так как это социально ориентированный хакатон. Но любой проект изначально должен быть более-менее sustainable. То есть у вас должен быть план, типа, я подам туда, получу такой-то грант, и на этот грант сделаю, а потом я буду там собирать билеты продавать, и он будет сам себя перекрывать. Ну, как-то так. Сейчас вот все вопросы желательно технические, бизнесовые, потом можете остаться. Вот Вика как раз, она из команды организаторов UNDP, она вам расскажет бизнесовую часть. Давай технические вопросы, а потом уже с Диной отдельно поговорить. Слушай. Вообще жюри будет оценивать технические моменты? Да, там будет два разработчика, прям разработчика, которые чисто технари. В жюри будет 5 человек, 2 человека с UNDP, 2 человека из IT, прям разработчики с опытом большим, 1 человек НПО, да? Скорее всего, да. Чтобы социальную часть тоже учить. Ну, тогда дополнительный вопрос. То есть, вот вы же сказали, типа, они стоят там аппликации и так далее. Но будет ли какой-то плюс, если мы сделаем, например, какую-то логику, которая понятна как раз-таки жюри, который разбирается в теме, именно программированию и так далее. То есть будет ли отличие от обычной версии? Да, я понял. Смотрите, я это говорил, имеется в виду для начала. Если у вас есть время реализовать какие-то там фичи, и если ваш проект еще завязан на какой-то алгоритм, который собирает данные, допустим, с наших сайтов или с чего-то этого, то тогда вам, естественно, нужно сделать вначале реализацию вот этого, алгоритм, который все это собирает. И, в принципе, вы даже можете им делать верстку, view не нужно делать, нужно просто показать, вот у нас есть алгоритм, как, темами или как вам удобно показать это, и показать формат данных, который вы, допустим, получаете, или что-то в этом роде. Тогда вот это да. Но это, это только если у вас такая идея. Если это немножко другая, то лучше. Это я просто, исходя из тех предложений по идеям смотрю, я просто читаю, и мне показалось, что это будет одно из самых главных. Сейчас вот в наше время лучше, легче мобильный веб-сайт создать, да, чем мобильное приложение и доставить. По-любому, да. Мобильное приложение, у нас все пользуются телефоном. Со всех вот именно регионов все используют мобильные телефоны, но есть те, которые используют, конечно, и сайты, но как бы... Не, я имею в виду вместо мобильного приложения мобильный веб-сайт. Да, это намного проще. Да, я согласен. Ну, получается, до завтрашнего дня мы уже должны какой-то проект разработать. Смотрите, здесь такой момент, что вы сами выбираете, что вы будете печь. Так как мы условия показали, что мы принимаем любые проекты на любом этапе, от идеи до уже готовых проектов, у жюри не будет критерия того, чтобы валить вас только из-за того, что у вас просто идея. Но понятное дело, что ваша идея должна быть досконально раскрыта. То есть это не так, что у меня есть гениальная идея, но я не знаю, что с ней делать, а так, что у меня есть гениальная идея, у меня есть бизнес-план, у меня есть план реализации. А если вы еще какой-то POC или MVP покажете, вот как Миша сказала, что... Как вот Елена тоже сказала, что да, у меня ничего нет, но я зато на Тильде собрала там сайтик, и уже собрала там, я не знаю, 45 людей, которые хотят этим пользоваться. Это однозначно показывает, что вы пойдете дальше. Почему? Потому что для UNDP важно понять, вы
если вот с вами будут работать, ваш проект поверит, вы его доведете до реализации, до внедрения, или вы вот все там запичили, получили деньги, выиграли поддержку, все на этом, как бы все заглохнет нужно. Поэтому смысл питча показать, как с технической стороны, хоть как-то, что да, мы пойдем вот до конца, так и с бизнесовой стороны. И учитывая, что 2 человека будут айтишника, нужно понимать, что они на это будут смотреть. Просто по-человечески. Да, то есть нужно, насколько вообще реализуема та технология, которую вы предлагаете, да, даже если сейчас это просто прототип, да, к примеру. То есть они с этой точки зрения будут оценивать. А на что больше акцент ставится? На разработку вот этой бизнесовой концепции или просто нарисовать? Если у тебя идея в том, что собирает какие-то данные, есть какой-то алгоритм, нужно делать алгоритм. А если у тебя идея сама такая, то, что будет какой-то сервис, где просто люди общаться, то, в принципе, лучше делать, не писать на чат, а писать именно внешним, получается, как внешний сервис. Потому что на чат время потратить, если он такой обширный, будет это необычно. Мы хотели создать децентрализованное приложение, но мы не знаем конкретные какие-то технологии, которые и у нас нет сейчас бэкэндера. Вот. Проблема в том, что мы не можем оценить бэкэндера, он может ли создать такое приложение. И, в общем, получается, мы сейчас именно из-за этого даже не знаем, что это нам делать децентрализованное приложение. Как мы можем правильно оценить человека? Возможно, не Ну, то есть там вся суть в том, что система оценок какая-то должна быть. Например, сообщество разные, приложения создают какие-то проекты и выполняют дальше. Хорошо, смотри. Там вроде, когда я читал, указано было криптовалюта в идее. Могу так сказать, то, что, вообще, людей, которые занимаются криптовалютой, правильно понимают, как она работает, очень мало, так что лучше делать только view. Можно указать о том, что, если, вкратце скажу, есть такая смарт-контракты в криптовалюте, с помощью ее, допустим, можно проводить там онлайн-голосование. И за это получать те же самые призывы, как у тебя было написано вроде в виде награждения, какие-то токены, деньги, по сути, те же самые. Просто, честно скажу, это очень сложно. У нас таких людей в Бишкеке я даже не знаю, может, если есть, но вроде никого нет. Лучше делать просто. А потом, если ты хорошо расскажешь, можешь почитать просто про эту децентрализацию и рассказать. Но реализовывать это очень много времени. Можно еще вопрос? У меня в проекте есть элементы геймификации. Понятное дело, что на конечном этапе это можно стендапщик будет делать. Встречали ли вы в рамках работы какие-то агрегаторы, где можно какие-то небольшие сэмплы, как квиз, да, либо какие-то элементы геймификации, которые могли бы просто быть как MVP, да, условно, вбиваешь какие-то простые данные, и он хотя бы на уровне квеста или на уровне Q&A что-то выдает. Встречали ли что-то подобное? Немножко не понял по поводу гема, это что значит? Проект, его задача будет на базе QR-кодов и локаций делать квест-энкаунтер. Но понятное дело, что это как-то такой долгий процесс. Я бы хотел сделать какой-то MVP. Может, вы встречали какой-то сервис, который позволял делать какой-то мини-квест или что-то подобное. Я просто не сказал тоже, что Здесь еще такой важный момент. В принципе, сейчас, если есть вопросы, когда вы хотите прям присесть с менторами и обсудить, каждой команде можно прям по 15 минут, прям отдельный кабинет подготовили, можете по 15 минут отдельно побеседовать. Также у нас в онлайне сидит Егора, которая полностью технически поддерживает. И по Android, по-моему, еще один технический саппорт тоже в онлайне. Так как мы вас позвали без команд, поэтому там потом можете выйти, им написать, и Егоре, и Мише, и нашей команде. Можете потом еще обсудить. А сегодня прям в офлайне можете до 3 по 15 минут прям забить слоты и обсудить. Вот. Еще какие-нибудь вопросы к ментору по технической части? Я не знаю,
Да, музыку программирования, по PLC, по MVP. Да, там лучше им поудобнее. Все, классно. Тогда спасибо большое, Миша. Ты можешь? Миша? Да. А там какие-то плюсы есть? Говорила, да? Верно, да? Да. Она в конце же говорила, что плюсы какие можно сделать для питча. Типа там, в конце должен подобрать. Даже, да, вот ответил, что для проекта, типа, на сервис залить это плюс, сделать, написать код это плюс. Есть такие? Да, в любом случае есть критерии оценки именно, ну, где мы говорили, самого продукта. И либо, ну, и программист просто сам делает, у него есть свои вымышленные критерии оценки, допустим, код, ну, типа, подключено ли, ну, типа, готово ли все для работы. Это один из самых главных. Имеется в виду, что вы залили на такое-то облако, можно всем залить, тыкать, как бы, у них отталкиваться. Если есть это, то это максимальное количество баллов. И так ниже идет относительно того, что реализовано. Именно какие-то технологии выберешь, им вообще будет все равно, им будет интересно только готовность и вот само написание. Ну, это так, ну, из опыта, в общем. Я тоже был судьей раз 5, и всегда примерно одни и те же были какие-то оценки. Какие ошибки были? Ну, как для меня ошибки были, это то, что типа не было вообще ничего, я просто ставил. Ну, ты ставишь балл, у меня, собственно, не того, что есть. Ты просто смотришь. Нет, ошибок, ну, как я и говорю, если что-то было, ставлю балл. Если ничего не было, ставлю вообще ноль. Потому что, ну, нужно честно вставлять, как было так. Ну, хотя бы визуально что-то должно быть. Да, ошибки, ну, ты не смотришь на, ну, если у тебя все готово, ты, допустим, зайдешь, начинаешь проверять, работает, не работает. Если они обманывают, ну, ты ставишь поменьше. На самом деле, просто ничего не работает, они абсолютно не все готово. Так нужно быть честным. Насчет отдельных людей, давайте так, одинаково было, я Мишу добавила в телеграм-чат, развивать свое сообщество. Вот туда вот 10 команд, просто очередность там пишите, я первый, я второй, я третий. Ну, с кем-нибудь сделайте, чтобы они сами договорились, судили, потому что, ну, я сейчас могу ошибиться с чем-то. Все хорошо. Хорошо? Ага, тогда я вот здесь, по-моему, Диана совсем сидит. Да, подойдите, кто хочет, просто запишитесь, там, я первая, вернее, команда такая-то, команда такая, команда такая. Ну и по очередности просто пропустим. Спасибо огромное, Михаил. Если нет больше таких вопросов к организаторам, есть вопросы? Если нет, то в любом случае, если они возникнут, вы можете писать в чате, я там тоже есть, можете писать мне в личку в Телеграме. Я буду рада ответить. Я думаю, на этом мы можем завершить наш Zoom. Трансляцию. Да. Спасибо. Так, давай.
Уважаемые участники вебинара, на этом у нас все. Всем вам удачи. До новых встреч.